У меня были лаборатории в разных местах страны, за что очень благодарна как бы небу, потому что ты получаешь возможность увидеть очень много каких-то просто очень безумно интересных людей и мест. Это какие-то такие культурные прямо огромные массивы, которые ты потом увозишь с собой, соответственно, ты уже становишься немножко иным человеком, чем был раньше. Я проводила лаборатории в Туве или в Тыве, как бы кому, как привычнее, на Алтае, в Бурятии. И люди, действительно, чем дальше ты уезжаешь, тем как бы интереснее жизнь человеческая, действительно. То есть они, скажем так, гораздо ближе к каким-то первопричинам всего сущего, там, первоистокам вообще жизни, и это не может не отражаться на драматургии, которой они как бы занимаются. То есть авторы очень часто касаются традиционных тем, касаются тем какой-то практически потусторонней жизни, то есть некой как бы другой, да, параллельной жизни. А в той же Бурятии, например, такое ощущение, что воздух он настолько другой, то есть он плотный. И действительно то, о чем говорится в легендах, такое чувство, что ты мимо этих вот каких-то сущностей ходишь, и там работают совсем другие законы. И мне кажется, что в этом плане Коми тоже как бы вот это вот такое настроение здесь тоже присутствует. И поэтому, в общем-то, кстати, вот сейчас вот с участниками лаборатории я могу сказать, что, как это ни странно, но очень много достаточно светских сюжетов. Да, хотя, ну, как бы светских я имею в виду, что сюжеты, которые могут быть не только здесь, но и как бы в других регионах. Хотя, как правило, регион, он всегда как бы накладывает какую-то краску драматическую. А здесь, там, скажем, пьесы, которые были в Тыве, они, насколько я помню, были с хорошими концами. То есть некое как бы такое к этому. Пьесы, которые были в Бурятии, там понятие конфликта, оно несколько буддийское. То есть оно вроде как есть, но вроде как это не совсем большой конфликт для человека, как бы вот, да, вот этой земли. Потому что он воспринимает жизнь как бы несколько иначе, чем... То есть он принимает конфликт как некая неотъемлемая часть жизни. То есть это не конфликт для него, а что-то вот как бы такое спокойное. Как здесь, я еще пока не понимаю, то есть мы разбираем как бы, да, пьесы сейчас, но мне кажется, что здесь есть в Коме как бы такое равновесие, то есть такого суетного мира того и мира, скажем так, как бы сказочного.